разбора шаблонным ограничением, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации. Что нам уже удалось сделать? Мы сосредоточили и мобилизовали ресурсы нашей промышленности. Назову только несколько цифр. Они растут, обновляются постоянно. Так, аппаратов искусственной вентиляции легких в начале года выпускалось 60-70 единиц в месяц. В апреле больше 800. В мае будет 2500. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз. С 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллионов в апреле. В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в 9 раз. И если на начало марта в России ежедневно проводилось 2500 исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться. В мае выпускали в сутки 3000 защитных костюмов для врачей. К концу апреля выходим на уровень 100 тысяч. К середине мая будет свыше 150 тысяч. Да, по сравнению с тем, что было еще совсем недавно, это много. Но по сравнению с тем, что нужно сейчас, все еще мало, недостаточно. Готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестер, медицинского персонала, для тех, кто работает в самой опасной зоне, так называемой красной зоне, распределяются буквально с колес. Даже с учетом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок, дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов сохраняется. Поэтому поручаю правительству, Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство. Прошу обеспечить жесткий, постоянный контроль за исполнением таких планов. Максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса. Далее. Нам удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения. Напомню, что регионам была поставлена задача к сегодняшнему дню, к 28 апреля, дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек, оснащенных всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции. Информацию по этому вопросу я получаю ежедневно. Знаю, что в целом задача решена в срок. Развернуто даже 116 тысяч таких коек, то есть больше, чем изначально планировалось. Но это общая картина по стране. Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. И не должно быть так, что где-то густо, а где-то пусто. Что еще считаю важным подчеркнуть? С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас, благодаря работе ученых, врачей, мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще совсем недавно. А значит, у нас есть возможность более четко строить прогнозы, стратегию и тактику наших действий. Кроме того, и наш собственный зарубежный опыт, и собственный и зарубежный борьбы с эпидемией говорит о том, что решения, принятые вчера, уже завтра, послезавтра, могут быть недостаточными. Поэтому поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте федерации. Постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день. Повторю, мы обязаны действовать на опережение, так же, как до сих пор. И, если потребуется, незамедлительно принимать меры по дополнительному развертыванию специализированных коек в регионах.
Там, где созданного сейчас резерва может в дальнейшем и не хватить. Надо иметь в виду любой сценарий развития событий. И к любому сценарию надо быть готовым. Обращаюсь и к руководителям регионов. Если у вас план по развертыванию специализированных коек выполнен, это совсем не повод остановить работу. Доложить и считать ее завершенной. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы. Ресурсы и готовность здравоохранения в регионе, не дожидаясь команды сверху. Что еще принципиально важно сейчас? Наличие специализированных коек – важнейшая задача. Но для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать именно вся система здравоохранения. Если где-то происходит сбой, если не хватает кадров, специалисты перегружены, не справляются с потоком больных, то в результате страдают люди. Они не получают помощь вовремя, оказываются в больнице уже с тяжелыми осложнениями. Повторю, все должно быть отлажено. Все звенья работать как единый механизм. Участковые терапевты и узкие специалисты, приемные и диагностические отделения, службы скорой помощи. Кстати, знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается День создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный людям труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем. Очевидно, что основные силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но, к сожалению, никто не властен отменить иные опасные болезни – сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных. Просто сказать «потерпите и подождите». Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны получать всю необходимую помощь. Далее. Для того, чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер. Выделили на них во многом беспрецедентные ресурсы. Решения вырабатывались буквально в считанные часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний. Также собрана, оперативно должна строиться работа по их реализации. Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность. Обращаю внимание, решения будут считаться выполненными только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки. А до тех пор, пока здесь остаются даже единичные, на первый взгляд, частные, казалось бы, проблемы, но люди о них говорят, вопрос с контроля, конечно, сниматься не будет. И, наконец, ключевое, о чем хочу сказать, подводя итоги прошедших недель. Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своем здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти. Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые, а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия. Говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. И это может коснуться каждого. И в этой связи
о том, что нам вместе еще предстоит сделать, скажу отдельно. От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения. Возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились. Все этого ждут. Но чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет. Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно. В этой связи мною приняты следующие решения. Первое. Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни – 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти 3 дня нерабочими, с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах. Второе. Главы субъектов федерации сохранят дополнительные полномочия. В предстоящие дни прошу всех вас быть на рабочих местах. Вновь обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправдано, обосновано в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить. И в этой связи третье. Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых, где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничения, сам набор профилактических мер также разные. Мы обязаны учитывать всю сложность, многомерность этих процессов. Равно как и то, что когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя. Просто недопустимо. Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять все то, чего мы такими усилиями добились за последние недели. В этой связи поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза. Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок 5 мая, чтобы у регионов затем была еще неделя на подготовку своих действий после 11 числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов. В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имея в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли,
строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений. Повторю, надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как бы нам этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад. И, наконец, четвертое. Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. Небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем. Поэтому поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Но это не все. Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе, не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений. Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире. Я передаю слово руководителю Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой. И потом попрошу высказаться участников совещания. Пожалуйста, Анна Юрьевна. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники сегодняшнего совещания. Почти 4 месяца назад мы познакомились с новым вирусом, который на сегодняшний день уже подверг риску здоровья более 3 миллионов человек на планете. Беспрецедентные меры ограничительного характера в Российской Федерации носят, безусловно, превентивный характер и вводились поэтапно с учетом эпидемической ситуации в мире и в Российской Федерации. На сегодняшний день эти меры позволили сдержать завоз и распространение инфекции первые 2 месяца, выиграть время для формирования госпитальной базы и обсерваторов накопления, накопить запасы медикаментов и дезинфектантов. Третье – подготовить переход предприятий и организаций в режим ограничения, обучения специалистов, наработки средств и мощностей для диагностики. Четвертое – не допустить взрывного роста заболеваемости. Пятое – создать актуальную нормативную базу. На сегодня подготовлено и выпущено более 240 документов. И, конечно же, то, о чем вы сказали уже, Владимир Владимирович, развернуть широкую сеть лабораторий. Сегодня их работает 506. И хочу еще заметить, что обучены более 500 сотрудников, и для всех для них организованы безопасные условия работы, все они обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Начаты работы по исследованию напряженности иммунитета у медицинских работников в Москве. На сегодняшний день наша отечественная тест-система обследована уже более 3200 человек, и первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Это иммунитет приобретенный, это хороший прогностический признак. Меньше всего, конечно, таких врачей в детской инфекции, а вот за взрослой их почти 30%. И на сегодняшний день во всех субъектах Российской Федерации развернут и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Вы уже сказали, Владимир Владимирович, что очень много было сделано, но результаты, которые мы сегодня имеем, они следующие. За прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза. Это за месяц тех мер, которые были реализованы в соответствии с вашим указом. С 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день. Безусловно, цена каждого такого процента очень велика, потому что общая база заболевших растет с каждым днем. Но вместе с тем в стране на сегодняшний день у нас зарегистрировано 93 558 случаев 85 субъектов. За последние сутки 6411 случаев.
И показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, эпидемиологические показатели считаются на 100 тысяч населения, сегодня составляет 63,7, и это почти 50-е место в общем рейтинге стран, где, если не считать не по абсолютным цифрам, что, в общем-то, совершенно правильно. Я бы хотела отметить, что на сегодняшний день, как результат мер, которые мы предприняли, результат защиты групп риска, в общем количестве заболевших, именно заболевших, люди старшего возраста, старше 65 лет, составляют всего 15%. И это результат вовремя принятых мер и защиты их от тяжелого поражения, которое вызывает новый коронавирус. 5% это дети, и 80% это люди работоспособного возраста. Важным позитивным фактором тенденции эпидемического процесса является увеличение в структуре инфицированных лиц без симптомов. И если в начале месяца таких было не больше 20%, то сегодня их больше 45%. Это говорит о нашем высоком проактивном действии, о работе в очагах с тем, чтобы найти каждого, кто еще не имеет симптомов, а может и не будет их иметь, но имеет вирус и таким образом несет риски для окружающих. Я бы хотела на примере Мурманской области показать, где 90% всех выявленных – это люди бессимптомные. Это работа, активная работа в очаге. Одновременно снизился удельный вес тяжелых форм инфекции, а именно пневмонии с 25% на начале месяца до 20% на сегодняшний день. И тяжелая форма регистрируется только у 5% случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Хорошим показателем работы первичного звена является и сокращение сроков обращения за медицинской помощью. Если в начале это было 6 дней от момента заболевания, то сегодня люди обращаются в первый день. Этот показатель равен половине дня. Люди обращаются сразу, как только имеют симптомы, и это им оказывается первичная медицинская помощь. И по месту инфицирования мы сегодня в той ситуации эпидемической, когда распространение идет по внутренним очагам, и почти 40% всех заболевших заражаются в семье при близких контактах. Не обязательно заболевают. Зачастую, как я уже сказала, больше 40 с лишним процентов только заражаются, будут инфицированными. Вместе с тем, и вы уже отметили сегодня, Владимир Владимирович, несоблюдение жестких требований влечет очень серьезные последствия. И вот пример в нескольких субъектах Российской Федерации несоблюдение, нарушение населением режима самоизоляции буквально чуть больше недели назад в Северной Осетии и Алании отбросило эту республику со следующими показателями. Если в среднем темп прироста за неделю на предыдущих периодах был 17%, то вот за этот период, за эти дни он составляет уже 37%. Значимое ухудшение эпидситуации. Мы направили туда специализированную бригаду противочумного института, чтобы помочь разобраться. Но вот это результат несоблюдения требований. Такая же ситуация сегодня и в Новосибирской области. Бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что сегодня темп прироста вырос вдвое и в 2 раза выше по сравнению с общероссийским, составляет 17%. Ну и, конечно же, негативно сказались нарушения в начале нерабочей недели. В марте, в начале марта, когда большое количество москвичей уехало не только за город в Подмосковье, но уехало и в ближайшие к Москве регионы. И в результате через 10-12 дней во Владимирской, Ивановской, Калужской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях мы наблюдаем определенный рост заболеваемости. Хотела бы отметить, что в субъектах Центрального федерального округа подъем заболеваемости по отношению к Москве смещен на 2 недели. И начало роста отмечается преимущественно с 5 по 14 апреля. И поэтому я, безусловно, поддерживаю то, что вы сказали о необязательном продлении нерабочих дней и обязательном соблюдении режима самоизоляции именно в этот период. Это 3-й инкубационный период, во весь период нерабочих дней, которые должны прервать цепочку передачи вируса от людей.
Весь комплекс мер, который вот сегодня был озвучен, опыт других стран, наблюдения наших ученых, их постоянная оценка ситуации в других странах и в Российской Федерации развития, их мониторинг и их предложения показывают сегодня о том, что мы можем начать проработку концептуальных подходов по постепенному выходу из режима ограничительных мероприятий. Вы дали нам такое поручение, если позволите, я бы хотела сказать несколько слов о тех подходах, которые мы сегодня видим. Во-первых, это постепенный выход. Во-вторых, это планомерное обратное развитие на фоне сохраняющихся рисков распространения и с учетом важности сохранения экономической стабильности государства. При этом основным принципом остается приоритетность здоровья населения. И, конечно же, обязательным условием является сохранение защиты контингентов риска при ослаблении ограничительных мероприятий и мер для других групп населения. В качестве снятие этих мер, я бы предположила, что может быть два основных блока критериев. Это основные или базовые. И сюда, как мы считаем, можно было бы отнести, во-первых, темп прироста как главный признак, характеристика эпидпроцесса, соотношение или количество числа свободных коек, потому что мы, и вы уже сказали об этом, предполагаем возможное, к сожалению, негативное изменение. И что очень важно, это количество тестируемых людей и возможности для тестирования расширять, которое нужно. И дополнительные критерии – это, конечно же, уровень летальности. В Российской Федерации он один из самых низких в мире, он не превышает 1%, но он важен для оценки эпидситуации. Это заболеваемость небольничными пневмониями, которые могут маскировать пневмонии, связанные с COVID-19. И это, конечно же, скрининговые обязательные исследования, которые определят долю лиц в популяции, которые уже имеют иммунитет. Это наши базовые предложения, которые могут быть уточнены или скорректированы. И мы, безусловно, выполним ваше поручение к 5 мая для того, чтобы сориентировать регионы. Но я бы хотела еще раз вернуться к тому, что эти правила, если они будут приняты, я уверена, что они крайне важны, они должны неукоснительно исполняться. Неукоснительно. Любое отклонение приведет, как вы уже совершенно справедливо сказали, к точке, откуда мы вышли, к возврату к жестким режимам. И поэтому вот это требование, когда несоблюдение одним из 100 может подвести и подвергнуть риску 100 человек, вот этого очень бы хотелось избежать. И мы, конечно, все сделаем для того, чтобы и критерии были разработаны, и требования были выполнены. Спасибо, Владимир Владимирович. Большое спасибо, Анна Юрьевна. Собянин Сергей Семенович, мэр Москвы. Как ситуация в столице Сергей? Мэр Москвы. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за ваше постоянное внимание вопросами, связанными с коронавирусом, с распространением заболеваемости, с проблемами в экономике, связанными с этим. На рабочей группе, которую по вашему поручению я возглавляю, как раз те вопросы, которые вы обозначили, являются самыми актуальными. Это обеспечение лекарствами, средствами индивидуальной защиты, оборудованием и ряд других вопросов. Благодаря вашим поручениям многие из них реально стали сдвигаться, перешли из такой острой плоскости в вполне рабочий уже режим. Что касается ситуации, которую Анна Юрьевна озвучила, действительно мы видим, что и по стране, и по Москве за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей неделей, динамика стала намного ниже. Намного ниже. Она практически снизилась в 2 раза. Но при этом динамика сама по себе сохраняется, и она очень серьезная. По стране в целом мы увеличили количество больных на 80% и по Москве на 70%. Это цифры, соответственно, около 20-40 тысяч, соответственно. Это большой объем. С учетом того, что сегодня примерно половина этого количества оказывается на госпитальных койках, такой средней тяжести, в тяжелом состоянии,
то можно себе представить, какой объем нагрузки испытывает система здравоохранения. Поэтому, конечно, я полностью поддерживаю ваше решение о продлении нерабочих дней. Необходимо учитывать целый ряд факторов, которые стоят за гранью, вот, скажем, формального исчисления зараженных коронавирусов, определенных лабораториями ПЦР. Потому что в любом случае, как бы мы ни расширяли сеть ПЦР, она не всеохватна, во-первых. Во-вторых, часть больных, особенно больных внебольничной пневмонии, в какой-то период, по сути дела, но выходят за пределы возможностей ПЦР-лабораторий для эффективного диагноза. Просто за счет высокой температуры, определенного течения болезни мы не видим, мы не можем определить и точно поставить по лабораториям диагноз. Но тем не менее, очевидно, и врачи это видят и говорят об этом. По клинической картине мы видим вот практически параллельное нарастание объема внебольничной пневмонии. Это сказывается на загрузку коечного фонда. В настоящее время от 50 до 70% на ковидных койках находятся больные, которые либо не поставили еще, либо в процессе лабораторной постановки диагноза. Это вот большая такая цифра и большая нагрузка на коечный фонд. Я надеюсь, что помимо ПЦР-лабораторий начинается развиваться иммуноферментный анализ, это на кровь, это анализ, который как раз позволяет вот в этой группе, в этот период брать хорошо, эффективно лабораторные исследования. Насколько я знаю, Министерство обороны начало тестировать своих служащих. В Москве мы тоже приступаем к такому эксперименту. Надеюсь, что он даст более эффективно реальную картину того, что мы в настоящее время имеем. Кроме этого, мы в Москве активно задействовали, и я вижу по информации, коллеги в регионах тоже начали активно действовать, по использованию компьютерной томографии по диагностике коронавируса. В Москве, как я докладывал, развернуто 45 центров ковидных, которые 24/7, то есть круглые сутки, работают компьютерные томографы, которые диагностируют коронавирус. Мы в Москве в свое время создали единый рентгенологический информационный центр, который, по сути дела, дает второе мнение о рентгеновских снимках. И начали проводить эксперименты в области искусственного интеллекта в этой области, чтобы определить заболевания в области онкологии в свое время. Буквально недавно, Владимир Ильич, вы подписали федеральный закон о проведении экспериментов в Москве в области искусственного интеллекта. Пользуясь этими возможностями, мы создали специальную группу на базе нашего рентгенологического центра. И буквально завтра мы включим уже систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков. Она будет работать уже в боевом режиме. Получив первый серьезный опыт, мы доложим вам, Министерству здравоохранения, правительству, чтобы можно было распространить этот опыт и возможности на другие регионы. Это важная работа. Должен сказать, что мы вместе с правительством Российской Федерации, рабочая группа, начали вырабатывать решения по увеличению минимального объема коечного фонда, о чем вы сказали в своем выступлении и дали соответствующие поручения. На мой взгляд, я согласен с Анной Юрьевной, что одним из серьезных групп риска или регионов риска являются регионы Центрального федерального округа. Потому что, по сути дела, вот мы 30 миллионов человек, которые находятся вот на этой территории, образуют большую агломерацию. И вопрос там не только в дачниках. Большое количество людей приезжает в Московскую область, в Московской области в Москву на работу, к родным и близким. Понятно, что сейчас ограничены передвижения, но тем не менее сложно просто оббить такие связи, они существуют. И это естественно, что создает дополнительные угрозы. Поэтому мы с коллегами начали работать по тому, что все-таки увеличить эти минимальные значения, потому что период времени от принятия решения до создания новой системы в госпитале, которая
будет лечить коронавирус, ну, нужно 2 недели минимум, а по-хорошему 3 недели. То есть то, что мы сегодня примем решение, мы получим результат через 2-3 недели. Поэтому, конечно, нужно принимать решение сегодня, исходя из той ситуации, которая есть. Считаю, что в Москве и в московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого, исходя из той непростой ситуации, которая складывается. У разных специалистов, у разных коллег разные мнения, но мне кажется, вот тот период, который вы предоставляете возможность нам, еще 2 недели фактически, даст ответы на многие вопросы. Мы поймем, в какой динамике развития этой болезни находится мы, страна, и более взвешенно принять решение. Владимир Ильич, спасибо огромное за то внимание, которое вы оказываете в решении данного вопроса. Спасибо. Чибис, пожалуйста, Андрей Владимирович, Мурманская область, губернатор. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ситуация на нашей территории, она следующая. У нас 1056 человек инфицированных COVID-19, 189 случаев – это все населенные пункты Мурманской области, и 867 случаев – это 82%, это локальный очаг, крупнейшая строительная площадка Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка. За этот период выздоровели 88 человек, и средний темп прироста в целом по региону 116,5% за неделю. А если исключить очаг, все населенные пункты взять без очага в Белокаменке, то средний прирост порядка 2%. Мы с 16 марта на территории региона ввели режим повышенной готовности и аккуратно, взвешенно, но так поэтапно вводили необходимые ограничительные меры, включая поэтапную самоизоляцию. Сначала самоизолировались люди старшего поколения, как такая самая группа большая рисков, потом люди с хроническими заболеваниями. Для них, для всех оказывается дополнительная соцподдержка, волонтеры, социальные работники оказывают всю необходимую поддержку. Но 6 апреля самоизоляция обязательно стала для всех. И мы понимаем, что те ограничения, которые мы ввели, накладывают на малый и средний бизнес дополнительные риски. Поэтому сегодня заработала и очень востребована поддержка как и для малого и среднего бизнеса, так и для тех людей, которые вынужденно остались без работы. Мы стали доплачивать им до Северного МРОТа, это 27 800 рублей. И это смягчило вот такую финансовую экономическую ситуацию в нашем регионе. Первый очаг, с которым мы столкнулись, это Апатит и Кировск, там завозная была инфекция, но мы вместе с Роспотребнадзором и с крупнейшими работодателями очень оперативно установили круг контактных лиц, и нам удалось сдержать и локализовать этот очаг. А вот второй очаг – это стройка в Белокаменке. Понятно, что там большое количество людей на одной площадке, это более 10 тысяч человек, и выявленные, эти инфицированные, были в результате опережающего массового тестирования рабочих. Это вот важно понимать, Анна Юрьевна об этом сказала, что мы очень активно в очаге, в потенциальном очаге наращиваем тестирование. Сегодня этот очаг также локализован вместе с Роспотребнадзором, Новотеком, подрядчиками, которые там работают, среди работников которых выявлены как раз инфицированные. И реализуется комплекс специальных санитарных мероприятий. Во-первых, введен карантин, организовано лечение инфицированных и профилактика в отношении остальных работников, которые могли контактировать, они получают медикаменты. И спасибо Федеральному штабу МЧС, мы очень быстро развернули мобильный диагностический госпиталь МЧС России с компьютерным томографом, который находится рядом с площадкой. И это позволяет нам выявлять пневмонию у тех, у кого появляются симптомы, и уже госпитализировать пациентов с рисками тяжелого течения болезни. Но отмечу, вот Анна Юрьевна говорила об этом, что действительно 90% людей, у которых выявлен положительный коронавирус, не имеют никаких симптомов болезни. А на Белокаменке еще цифра больше. При всем при этом мы не стали останавливать работу проекта, мы дали возможность перегруппировать силы, ресурсы и продолжить строительство, потому что проект принципиально важен для экономики и региона, и всей страны. Ну и вообще все системообразующие предприятия у нас в области работают с учетом, безусловно, повышенных санитарных требований. Мы очень активно развиваем тестирование, групп риска, тестирование в очагах. Сегодня уже более 30 тысяч тестов на наших лабораториях, и частные компании, крупные работодатели дополнительно еще 9 тысяч тестов провели. Свободные койки у нас есть, 54% свободных койк. Тот план,
та задача, о которой вы сказали во вступительном слове, она нами полностью выполнена. Да, это было непросто, потому что искали и оборудование, и необходимые ресурсы, но благодаря поддержке крупных компаний, я хочу поблагодарить коллег Новотека, Норникель и Фосагро, мы необходимые койки обеспечили. Сегодня утром последний, по тот минимум ИВЛ, который нам необходим был, они как раз пришли и сейчас находятся на нашей территории. Мы не останавливаем на эту работу. Мы даже больше коек сделали, чем положено, но прекрасно понимаем те риски, которые есть, и продолжаем работу по развертке. Медперсонал у нас готов полностью, мы необходимым медперсоналом обеспечены. Запас лекарств и средств индивидуальной защиты, несмотря на все сложности, но благодаря активной координации крупных промышленных компаний, Минпрома, федерального штаба, нам удалось накопить, и вот необходимый запас у нас соответствующий есть. Поэтому с учетом вышеизложенного, Владимир Ильич, я абсолютно согласен и с тем, что сказал Сергей Семенович. Мы понимаем, с одной стороны, что у нас отдельный очаг Белокаменка, меры по которому все сегодня приняты, которые позволяют минимизировать распространение инфекции как внутри площадки, так и вне ее, естественно. Но, тем не менее, мы считаем, я поддерживаю, что вот еще 2 недели надо побыть в режиме таких ограничительных мер, и после, с учетом тех критериев, которые сегодня вырабатываются, уже посмотреть и дать возможность снятия этих доп. Ограничений. Единственная просьба при выработке критериев учитывать специфику больших строек, больших промплощадок. Почему? Потому что важно при принятии решения о возможности снятия ограничений отделять большой локализованный очаг от в целом ситуации при регионе, чтобы дать возможность все-таки людям возвращаться постепенно к привычному образу жизни, но при условии, если очаг, где есть большие цифры, локализован. Ну и есть еще ряд просьб, я прошу поддержать. Мы с МЧС России отработали возможность развертывания дополнительного мобильного инфекционного госпиталя, такой уже современной новой конструкции, около Белокаменки. Сейчас госпиталь, который есть, он работает как диагностический центр. Под инфекцию нужны новые мощности. Мы, с одной стороны, видим снижение темпов по Белокаменке, но с другой стороны, мы понимаем уровень риска. Там большое количество людей, они все-таки в достаточно плотном контакте имеются. И вот во избежание такого сценария, или для того, чтобы быть готовыми к тяжелому сценарию, просим вашего поручения, тогда за 2 недели мы сможем дополнительную мощность инфекционную развернуть недалеко, что очень важно, стройплощадки. Ну и еще одна просьба, это вопрос финансовый, вы об этом сказали, что, безусловно, вопросы поддержки экономики принципиально важны. Мы со своей стороны, с учетом принятых вами решений, весь набор документов регионального законодательства выпустили. Мы уже запустили поддержку, как я уже сказал, и предпринимателям, и самим людям, которые остаются без денег в этот период. Но очень большая просьба, мы видим риски кассовых разрывов в бюджете и риски, конечно, выпадающих доходов с учетом доп. Расходов, которые мы сейчас несем. Уже принято решение по казначейским кредитам, они даются с 90 до 180 дней, но пока есть ограничение 1/12 от доходов бюджета. Я бы очень просил, думаю, мои коллеги поддержат из региона, все-таки планку хотя бы в 2 раза повысить вот этот возможный лимит и дать возможность до конца года их не возвращать. Это бы закрыло те кассовые разрывы, которые у нас у всех образуются. Есть, Владимир Ильич, еще один вопрос по Новотеку и Мурманской области важный. Он не касается ковид. Если будет возможность, если разрешите, я бы отдельно позвонил, доложил бы свои предложения. Доклад закончен. Хорошо. Что касается лимитов, это отдельно обсудим с правительством, с Минфином. По ограничительным мерам. Это остается в сфере ваших полномочий. Согласуйте эти действия с главным санитарным врачом региона, и все, здесь никаких проблем не будет. Ну а Анна Юрьевна услышала то, что вы сказали, и при отработке общих мер, конечно, это будет учитываться. Спасибо. Лимаренко Валерий Игоревич, Сахалин. Здравствуйте, Владимир Владимирович. По состоянию на 28 апреля в Сахалинской области 22 случая заболевания. Из них выздоровело 19 человек. 3 находятся на лечении. Тяжело больных нету. Под медицинским наблюдением находится 5500 человек. В том числе в обсервациях 1200 человек и в домашних условиях около 4300 человек.
Готовность учреждений здравоохранения по материальной части и снабжению полностью обеспечена и составляет 100%. Это стало возможным благодаря реформе здравоохранения, которую мы проводили в прошлом году. Я об этом вам докладывал лично. Мы увеличили заработную плату медицинскому персоналу на 30%, укомплектовали кадры, провели значительную закупку оборудования в прошлом году, внедрили проект «Бережливая поликлиника». Областные средства стимулирования выплачиваем одновременно с федеральными. Сахалинцы и курильчане благодарны врачам за эффективную работу. С 28 марта организовали стопроцентное обязательное тестирование всех прибывающих в регион. В аэропортах, в морских портах делаем экспресс-тесты, которые позволяют получить результаты уже через 15 минут. Всех здоровых направляем на 14-дневную обсервацию. Сахалинцы и члены их семей проходят изоляцию в домашних условиях. Больных направляем в инфекционный госпиталь. Активно используем для диагностики компьютерную томографию легких. В день проводим около 1500 тестов и 500 КТ. Условием снятия с медицинского наблюдения является прохождение КТ и наличие 2 отрицательных тестов на вирус. Всю информацию аккумулируем в ситуационном центре, что позволяет принимать оперативные решения. У нас уже накопилась большая база данных, и мы на основании этих баз данных мгновенно принимаем решения в случае, если возникает заболевание. Приведу один маленький пример. Только вчера приняли рейс из Таиланда. При посадке в самолет мы специально одели всех в защитные костюмы, респираторы, чтобы предотвратить заражение. По прилету выяснилось, что у одного человека было заболевание. Он был немедленно направлен в госпиталь прямо с аэропорта. Контактные лица в изолятор, а остальные пассажиры в обсервации. Таким образом, вот я показал пример, как мы действуем в таких ситуациях с тем, чтобы болезнь не распространялась. Подобные меры позволили предупредить распространение вируса на территории области, обеспечить непрерывную работу ключевых предприятий, в первую очередь предприятий Сахалин-1, Сахалин-2. Для них были созданы специальные условия перевахтовки. Мы этим занимаемся в ручном режиме. Постепенно возвращаем к работе экономику региона с учетом соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Действие ограничения касается в основном индустрии гостеприимства, туризма. С прошлой недели восстановили работу парикмахерских. Опыт положительный. Я принципиально поддерживаю предложения, которые сегодня здесь прозвучали от вас, от Анны Юрьевны. И мы тоже планируем во время праздничных дней специально проводить мероприятия изоляции. Мы не торопимся и действуем осторожно. Но у нас готов план постепенного открытия оставшихся предприятий. В первую очередь касается это предприятий, отдельно стоящих промтоварных магазинов. Все шаги будем согласовывать с правительством. Предусмотрены меры поддержки малого и среднего бизнеса и людей, которые остались без работы. У нас таких 8 тысяч человек, при общем объеме работающих 272 тысячи. Мы следим за тем, чтобы выплачена была заработная плата и соответствующие пособия для безработных. Сахалинцы и курильчане в целом с пониманием относятся к вынужденным ограничениям, ведут себя дисциплинированно. Только лишь 3% граждан допускают нарушения санитарных предприятий. Мы делаем регулярные проверки. Активно работают волонтеры. Все вопросы жителей снимаются в ходе прямых линий, которые мы проводим еженедельно. Это проходит приблизительно 2 часа. Отвечаем на все вопросы, которые поступают по социальным сетям. Тем не менее, чувство тревоги у нас остается. Интенсивность работы мы не снижаем. Хочу отметить четкое взаимодействие федерального центра и всех структур Сахалинской области. Спасибо за внимание. Доклад окончен.
Да, благодарю вас. Спасибо большое. Мурашко Михаил Альбертович, министр здравоохранения России. Мурашко Михаил Альбертович, министр здравоохранения России. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, сегодня медицинские организации всех регионов уже имеют опыт оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. За 2 истекших месяца система здравоохранения претерпела очень существенные изменения, вызванные необходимостью организации медицинской помощи в условиях пандемии. В соответствии с минимальным планом, к сегодняшнему дню регионы должны были развернуть не менее 95 тысяч коек, оснащенных для данного типа пациентов с учетом поражения легочной ткани. Для этого задействованы как государственные, региональные, федеральные, так и другие формы собственности медицинские организации. Для перепрофилирования оказана правительством существенная финансовая поддержка в сумме 78 миллиардов рублей. С учетом клинического опыта по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией и эпидситуацией на опережение в регионах во многих разворачиваются дополнительные койки. В первую очередь это касается не интенсивных коек, они в достаточном количестве сегодня, а коек, которые требуют долечивания этой категории пациентов. И сегодня их развернуто уже свыше 116 тысяч. Ряд регионов еще завершают дооснащение и перепрофилирование, но мы видим, дефицита коечной сети сегодня нет. В ряде регионов эпидситуация заставляет держать койки в готовности, не занимая их других профилем пациентов. Несмотря на это, пациенты с онкологическими, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, а также пациенты, находящиеся на гемодиализе, они требуют точно так же помощи плановой и экстренной, и она оказывается в полном объеме. Эта категория медицинских организаций защищена, и в ней проводятся специальные противоэпидемические мероприятия по профилактике заноса. Хотя мы периодически сталкиваемся с пациентами, которые в этих типах организаций появляются. Реанимационные пациенты со всеми типами пневмоний, а их на 12 часов сегодняшнего дня в стране находилось 1670, которые получали интенсивную терапию. Они находятся в том числе под контролем и с консультациями федеральных специалистов. Я уже докладывал, что федеральные консультативные центры работают по всем основным направлениям, и это позволило выработать единую тактику поведения этих крайне сложных пациентов. Нам видится, что с учетом развития ситуации могут потребоваться дополнительные медицинские койки в ряде регионов. Сергей Семенович упомянул Центральный федеральный округ, но мы видим, что еще и те регионы, у которых возникают очаги инфекции, также дополнительно уже сегодня разворачивали койки для наблюдения и лечения этой категории пациентов. Высокая нагрузка ложится на службу скорой и неотложной медицинской помощи. Ряду регионов пришлось усиливать. Мы оказывали всяческую поддержку и выстраивали в том числе систему оказания медицинской помощи, маршрутизации для того, чтобы увеличить количество бригад. И присоединяясь к поздравлениям, сегодня действительно годовщина создания службы скорой помощи в Российской Федерации. Спасибо большое за поддержку наших коллег. Максимально сжатые сроки. За 2 месяца прошло дополнительное обучение свыше 1,3 миллиона медицинских работников разных специальностей. И сегодня более 340 тысяч специалистов уже оказывают эту медицинскую помощь. В том числе нужно сказать, что медицинские вузы активно приняли участие в протезировании дефицита персонала и направили ординаторов, аспирантов и готовятся в том числе дополнительно студентов старших курсов для того, чтобы оказать помощь для лечения пациентов. Министерством совместно с экспертным сообществом подготовлена уже 6-я версия методических рекомендаций. Мы видим, что клинический опыт позволяет нам сегодня менять подходы, и такая форма перед рассмотрением и выпуском новых методических рекомендаций, как консилиум, сегодня стала применяться с теми специалистами, которые непосредственно в красной зоне оказывают медицинскую помощь, в том числе и на амбулаторном этапе оказывают медицинскую помощь. Сформированные мобильные медицинские бригады
федеральных организаций и региональных лечебных учреждений оперативно направляются для ликвидации. Но вот сегодня мы также направили дополнительно специалистов, и в том числе близлежащие регионы приняли на себя из соседних регионов пациентов для того, чтобы разгрузить и своевременно оказать медицинскую помощь. Это сегодня уже работает. Федеральные средства по дополнительным выплатам для медицинских работников доведены для регионов. И благодаря созданному информационному ресурсу проводится оценка качества сегодня каждому пациенту, который получает помощь. И нужно сказать, что вот я говорил, что на 12 часов у нас находится 1670 пациентов. Мы сегодня в любой момент времени видим занятость коек, мы видим, где какой пациент находится, и можем управлять в том числе и маршрутизировать пациентов. Таким образом, мы не просто сегодня перепрофилировали койки, а фактически создаем динамичную гибкую систему оказания инфекционной помощи пациентам с данной патологией и сопутствующей патологией. Расширение охвата тестированием сегодня уже упоминалось с признаками острой респираторной инфекции. Это крайне важный элемент оказания медицинской помощи. Хотел бы заострить внимание работодателей, что при обследовании сотрудников важным является проведение тестов не иммунологических, то, что упоминается, это экспресс-тесты для определения иммуноглобулинов, а именно в том числе носительство коронавирусной инфекции, а это уже методика полимеразной цепной реакции, которая как раз выявляет в том числе скрытые, латентные формы и позволяет лучше прогнозировать ситуацию, особенно при направлении на вахтовый метод работы специалистов. Сегодня в арсенале лабораторий диагностической службы уже более 18 тест-систем, и действительно накопленный опыт клинически использования компьютерной томографии позволяет диагностировать патологию в самом начале, не дожидаясь еще и получения лабораторного подтверждения. Росздравнадзор сегодня проводит мониторинг за обеспечением лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Работа оперативно ведется с Министерством промышленности и торговли. При этом, если не своевременно пополняются, подключаются сотрудники Министерства здравоохранения и Росздравнадзора для того, чтобы маршрутизировать и перенаправлять потоки с лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Помимо проводимых клинических исследований, о которых я уже докладывал, 5 препаратов, Минздравом России 23 апреля выдано разрешение отечественному производителю лекарственного препарата, также с противовирусной активностью, который зарекомендовал себя в лабораторных испытаниях инвитро. И сегодня в нескольких странах идет тестирование данного препарата. И в 17 медицинских организациях, 6 субъектах Российской Федерации сегодня начаты уже клинические испытания по новому принципу лечения. Ну и в заключение я хочу еще раз, также пользуясь случаем, предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким, потому что за последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения. И поэтому крайне важно для сохранения жизни, особенно дорогих и горячо любимых нам членов семьи старшего возраста, все-таки обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков. Спасибо вам большое. Доклад Спасибо. Кобзев Игорь Иванович, Иркутская область, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, по данным на сегодня в регионе выявлено 105 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 13 детей. Средний темп прироста за сутки 3,9%, выздоровели 37 человек, умерло 4. Проведено более 41 тысячи исследований, все методом ПЦР, охват тестирования более 36 тысяч человек. Сейчас в сутки проводится до 1400 исследований. Планируем к концу мая выйти на 4000 исследований в сутки. В данный момент в больницах находится 63 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 10 человек с пневмонией. Бессимптомное течение наблюдалось более чем у половины заболевших. В тяжелом состоянии сейчас 3 человека. На карантине в 10 обсерваторов находится 237 человек.
Всего через обсерватора прошло почти 1200 человек. Из них у 20 человек были выявлены симптомы COVID-19. Под наблюдением врачей находится на карантине более 2000 человек. Коечный фонд для приема коронавирусных больных заполнен на 5,4%. Это с учетом того, что в Иркутской области госпитализируются все больные с коронавирусом, даже с бессимптомным течением. На особом контроле у нас находятся пациенты с небольничной пневмонией. В настоящее время всего 242 человека, из них 47 детей, у 18 человек пневмония тяжелой степени. Все пациенты находятся на мониторинге в областной клинической больнице, все обследованы на коронавирусную инфекцию. Владимир Владимирович, поставленная вами задача к 28 апреля подготовить медицинские организации для приема больных выполнена. Готовы нарастить ресурсы и в дальнейшем. Проведена инвентаризация и перераспределение оборудования. На 100% все больницы укомплектованы средствами индивидуальной защиты. Согласно разработанной схеме, пациенты госпитализируются в 7 инфекционных лечебных учреждений, в которых на сегодня развернуто 1195 коек. Это 100% от плана. К приему пациентов готовы 836 коек с подачей кислорода и 1418 коек с ИВЛ. Часть ИВЛ временно перераспределены из других медицинских организаций области без снижения готовности приема сложных пациентов. На оснащение коечного фонда и приобретение соответствующего необходимого оборудования в Иркутскую область поступило 956 миллионов рублей из федерального бюджета. И за это отдельное спасибо. Все эти средства законтрактованы уже на 100%, в том числе на приобретение аппаратов ИВЛ, реанимационного оборудования, средств индивидуальной защиты. Медицинские организации обеспечены средствами индивидуальной защиты и препаратами. Все инфекционные госпитали и обсерваторы полностью укомплектованы медицинским персоналом на 100%, автомобилями и бригадами скорой медицинской помощи. Для выплат стимулирующего характера медработникам выделено из областного бюджета 269 миллионов рублей, из федерального 281. И уже за апрель все медицинские работники, работающие с коронавирусными пациентами, получат двойную заработную плату. Владимир Владимирович, мы понимаем, в каких непростых условиях сегодня работает медицинский персонал. Есть предложение придать специальный правовой статус всем категориям медицинского персонала, работающим с коронавирусными больными, а также зачесть время работы с коронавирусом для этих категорий специалистов как тройной стаж. 1 день работы за 3 дня. Теперь о мерах поддержки, реализуемых в регионе. Мы увеличили резервный фонд до 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги мы направили на реализацию комплексных мероприятий по предотвращению распространения инфекции. Нами организована досрочная выплата по основным мерам поддержки социально незащищенным категориям семей. Дополнительно выделено более 800 миллионов рублей из областного бюджета на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 июня. Учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей на время дистанционного обучения обеспечиваем продуктовыми наборами. Это почти 107 тысяч детей. Из областного бюджета мы дополнительно выделили 200 миллионов рублей. Для поддержки малого и среднего бизнеса мы снизили ставку по региональному налогу на имущество до 0,5%. Нами приняты меры по освобождению предпринимателей от уплаты арендных платежей с объектов недвижимого имущества, находящихся в областной и муниципальной собственности. Предпринимателям, которые сохранили занятость своих сотрудников и организовали временные рабочие места, мы предоставили субсидии на компенсацию расходов на минимальную заработную плату, а также налогов и взносов во внебюджетные фонды. Для граждан, которые потеряли работу, мы предлагаем работу по благоустройству общественных пространств с минимальным размером оплаты труда с учетом регионального коэффициента. Для Иркутской области это более 14 тысяч рублей в южных районах и в северных около 16 тысяч рублей.
Планируем привлечь и вовлечь в этот процесс более 700 человек. И работа в этом направлении будет продолжена. С учетом динамики ситуации принято решение постепенного смягчения ограничительных мер. В части мы расширили список видов деятельности, по которым предприятие разрешается работать в период повышенной готовности с условием строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. При этом ваше решение о сохранении режима самоизоляции до 11 мая полностью поддерживаем. Владимир Владимирович, по предварительной оценке выпадающие доходы консолидированного бюджета Иркутской области составят более 20 миллиардов рублей, из них более 17 миллиардов рублей потери по налоговым поступлениям от основных отраслей. В связи с этим, конечно, хотелось бы попросить вас компенсировать частично расходы областного бюджета, направленные на поддержку региональной экономики. Мы сегодня мобилизовали наши ресурсы на проведение тестов, но область у нас большая. Удаленность от центра до некоторых населенных пунктов более 1000 километров. И это характерно не только для Иркутской области, но и для многих регионов нашей страны. Как предложение, для улучшения качества и количества проводимых тестов оснастить такие субъекты передвижными пунктами тестирования. Для Иркутской области потребность таких мобильных пунктов составляет 20 единиц. Прошу вас поддержать нашу инициативу. В завершение хочу поблагодарить правительство Российской Федерации, рабочую группу Государственного Совета и все федеральные министерства за методологическое сопровождение и оперативное решение всех вопросов. Также хочу отметить, что сегодня в Сибирском федеральном округе организовано межрегиональное взаимодействие по обмену информацией, контролю и реагированию на возникшие ситуации. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите несколько слов доложить вам по ситуации в пострадавших районах и выполнению поставленных вами задач. В Тулуне идет активное строительство жилья и инфраструктуры. Все согласно плану. Мой первый заместитель находится там постоянно. В 2020 году мы планируем завершить строительство и капремонт социальных объектов. К 1 сентября откроется школа. По жилищному строительству комплексная застройка идет по 3 земельным участкам. Уже в мае будет завершено строительство 3 многоквартирных домов. До конца года будет завершено еще строительство 5 многоквартирных домов, а также 155 индивидуальных. Сегодня главная задача – не допустить повторения катастрофы 2019 года. Поэтому уже сегодня развернули строительство временных дам, расчистки русел рек и берегоукрепления во всех населенных пунктах. Движение есть. И пока во всех пострадавших районах не будет все доведено до конца, мы не остановимся. И коронавирус нам не помешает. Доклад закончил. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо большое, Игорь Иванович. Благодарю вас. Как обстоит дело в Севастополе? Пожалуйста, Развожаев Михаил Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. В Севастополе ситуация относительно благополучная. Действительно, у нас пока только с прошлой неделю динамика прироста составила 15%. Всего 37 заболевших было до сегодняшнего дня, 9 выздоровевших. Умерших нет, тяжелых 2 на ИВЛ и не с подтвержденным ковидом, а с внебольничной пневмонией. Но мы изначально, Владимир Владимирович, несмотря, понимая, что у нас по статистике необходимо было разворачивать койки из расчета 450 тысяч человек, сразу принял решение разворачивать вдвое больше, потому что даже по потреблению воды и хлеба очевидно, что в Севастополе проживает более 700 тысяч человек. И поэтому сегодня 224 у нас был общий план, мы 465 коек развернули, значит, простых 278 вместо 67 по плану. С кислородом на сегодняшний день уже 138 у нас готово вместо 78. Реанимационные планировалось 39, но они 100%, сделаны 39 и есть.
и вот не реанимационные с ИВЛ только, к сожалению, 26%. Но это связано с тем, что аппараты ИВЛ достаточно трудно купить и найти. Но, тем не менее, они у нас сейчас законтрактованы. 63 аппарата законтрактованы, ждем поставки. Но с учетом, что у нас всего 2 сейчас задействовано, то те резервы, которые мы создали к сегодняшнему дню, с учетом кислорода, позволяют нам уверенно ситуацию контролировать. Кроме того, через 2 дня мы достраиваем новый модуль на 21 мельцеровский бокс в нашей инфекционной больнице. Там будет тоже 42 койки с кислородом. Значит, плюс по вашему поручению Министерство обороны строит также в Севастополе госпиталь, еще на 60 мест, также оборудованный кислородом. Поэтому запас мощности у нас есть. Почему это важно? Потому что вот буквально сегодня перед совещанием пришла информация на одной из наших строительных площадок. Подтвердилось, появился у нас так небольшой очаг, 36 человек инфицированных. Это практически столько, сколько за все 2 месяца в предыдущий период. Поэтому наши мощности развернутые дополнительно не оправданы. Естественно, там легкое бессимптомное проявление, но тем не менее все подтвердившиеся строители госпитализированы, очаг обсервирован, все под наблюдением, все под контролем находится. Но если такие случаи возникают, условно говоря, на них по плану мы бы не были, так сказать, подготовлены. А с учетом, значит, того, что мы сделали, мы готовы это делать. Значит, что хочу сказать. По лекарственному обеспечению полностью у нас запас на 2 недели. Посредством индивидуальной защиты тоже на 15 суток запасы сформированы. Постоянно они пополняются. Здесь в, так сказать, тесном взаимодействии с ответственными структурами, с Минпромторгом прежде всего. Ежедневно, значит, контролируем, закупаем. По медицинским кадрам, конечно, определенные проблемы есть. Такое количество реаниматологов в Севастополе в принципе никогда не было, сколько нужно по нормативам. Поэтому мы сейчас по методологии Минздрава готовим, переучиваем врачей других профилей, но с тем, чтобы, конечно, и другие больницы не оголить. Тем не менее, значит, понятно, что при плановой мощной загрузке у нас только всех наших коек, у нас только на 30% укомплектованы реаниматологами. Но мы эту, значит, группу врачей будем усиливать. Ну, естественно, если так сложится, то будем стимулировать и будем понимать, что они будут работать сверх плана. Врачи к этому готовы. Мы соответствующие все мероприятия сейчас проводим, чтобы они были готовы. Но главное, конечно, не допустить вспышки. И в этой связи режим самоизоляции мы ввели с 1 апреля в регионе. До этого был введен режим повышенной готовности. Это, на мой взгляд, позволило нам вот такую динамику сохранять. Было несколько, так сказать, у нас очагов, попыток их, так сказать, появиться. Мы их совместно с Роспотребнадзором своевременно локализовали и не дали возможности инфекции развиться. Но вот ситуация с сегодняшней стройплощадкой, это по сути, когда появляется один больной и сразу же вот без возможности соблюдать социальную дистанцию появляется такая вспышка. Поэтому очевидно, что то, что вы сейчас озвучили, в предстоящие 2 недели мы также будем сохранять режим самоизоляции, при этом отпуская некоторые отрасли, значит, экономики и малого бизнеса. Потому что, конечно, по некоторым, несмотря на все меры и на федеральном уровне принимаемые, и на региональном уровне, мы также 2 пакета экономических мер приняли, все, о чем коллеги озвучивали, тоже все в Севастополе действует. Но, тем не менее, отдельные предприятия должны уже начинать работать, иначе сложно будет какими-то нашими ресурсами их убытки компенсировать. Владимир Владимирович, не хочется повторяться, хотел, пользуясь случаем, обратиться и с 2 предложениями. Вот есть очень важный 249-й указ, по которому ребятишки все, значит, будут получать, те, которые до 3 лет, за апрель, май и июнь месяц по 5000 рублей. Он привязан к закону о материнском капитале. Так получилось, что вот одна группа ребятишек, рожденных в 2017 году, ну, условно говоря, с апреля по декабрь, которым сейчас еще нет 3 лет, и она в этот указ не попадает. Мы сейчас на региональном уровне, и многие мои коллеги также эту группу своими региональными актами отрегулировали. И, конечно, эти выплаты будем делать, но, допустим, у нас это 1600 семей, в других регионах, значит, больше. Если бы можно было вот эту вот компенсацию предусмотреть на федеральном уровне. И второе,
второе предложение, оно для Севастополя такое достаточно важное, специфическое. Это касается людей, которые потеряли работу после 1 марта. И они должны прийти на службу занятости, чтобы подтвердить максимальный МРОТ, показать официально потерю работы после 1 марта. Вот у нас очень большое количество было самозанятых, ну и уж честно сказать, по-простому, людей, которые были неофициально трудоустроены, без официальной регистрации. По нашим оценкам, то до 10 тысяч человек, они действительно трудились, потеряли доход, и теперь на службу занятости они встают по основанию как никогда не работавшие. Это минимальная выплата 1500 рублей. Естественно, 1500 рублей эти люди не смогут свои семьи содержать, оплачивать жилье, которое они арендовали. Да, это такой серый сектор в Севастополе, он достаточно значительный, его нужно легализовать, пользуясь этим случаем. Понятно, что нужно выработать критерии, чтобы не раздавать деньги там рантье и прочим, кто, в общем-то, не нуждается в этих расходах. Такие критерии есть. И вот хотелось бы здесь тоже попросить вас соответствующие поручения дать, чтобы выработать меры поддержки вот этих категорий. К ним также относятся индивидуальные предприниматели, которые сейчас, по сути, тоже не могут подтвердить, что они потеряли работу, они работали только на себя, у них не было никаких работников, и они, соответственно, после 1 марта потеряли доход. Владимир Ильич, собственно, все, доклад окончен. Спасибо, Михаил Ильич, спасибо за предложение, проработаем. Так, пожалуйста, Николаев Олег Алексеевич, Чувашия. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Из 609 запланированных коек, которые должны были мы развернуть в Чувашии, на сегодняшний день все 609 развернуты. Но, кроме того, согласно вашего поручения, нами, естественно, зарезервирована возможность дополнительного развертывания коек. Если с кислородом у нас все обстоит более-менее нормально, то есть вот 426 из запланированных коек мы завершим завтра обеспечение полностью кислородом, то с ИВЛ ситуация пока остается сложной. Это 53 койки на сегодняшний день обеспечено, что составляет 24,9%. Но та эпидситуация, которая есть в регионе, нам сегодня позволяет этими средствами выйти из положения. Всего на сегодняшний день у нас заболевших 502 человека. И средний темп прироста чуть выше среднероссийского, это 12,2%, но при этом темпы роста за последний день, они стабилизировались. И вот здесь мы также, как и все коллеги, держим под особым вниманием также и больных с внебольничной пневмонией. Таковых у нас на сегодняшний день 70 человек. Достаточно радостный момент для нас. Сегодня мы выписали 38 человек как выздоровевших. Ну и всего за этот период таких у нас составило 97 человек. При этом, как я уже сказал, что нам позволяет 53 аппарата обеспечивать больных, у нас на сегодняшний день 8 человек находятся под ИВЛ. Как уже было обозначено, 53 аппарата находятся на местах. Для того, чтобы обеспечить необходимое количество аппаратов, нами заключены все необходимые контракты. Это прежде всего за счет тех средств, которые были выделены из федерального бюджета в соответствии с вашими решениями, Владимир Владимирович. И ожидаем в течение мая поставку 145 аппаратов ИВЛ. Причем первые 10 из них должны поступить к нам в первых числах мая, и к 10-му еще 50. И далее по графику. Таким образом мы обеспечим все необходимые нормативы. Но при этом, для того, чтобы нам контролировать ситуацию, мы составили четкий план действий по маршрутизации имеющихся аппаратов ИВЛ, которые находятся в других учреждениях здравоохранения, в случае, если эпидситуация будет развиваться в неблагополучном сценарии. Владимир Владимирович, в соответствии с вашими поручениями мы не ослабляем внимание по иным сферам здравоохранения. Естественно, при этом держим не только коечный фонд в этих учреждениях здравоохранения, но и необходимость, чтобы там было необходимое оборудование для оказания больных всем комплексом медицинской помощи. К слову, для нашей республики свойственна смертность
по сердечно-сосудистым заболеваниям и по онкологическим заболеваниям. Текущая статистика этого года показывает, что по этим двум видам заболеваний у нас положительная динамика. Если по сердечно-сосудистым составляет 11,2% уменьшения смертности, то по онкологическим 8,2%. Это, несомненно, результат той работы, которая производится на сегодняшний день, прежде всего в рамках национальных проектов. Уважаемый Владимир Владимирович, вот республика благодарна вам за то, что вы постоянно держите ситуацию под контролем, принимаете очень важные и нужные решения. Это во всех сферах, и в области здравоохранения, в области поддержки бизнеса, в области поддержки людей, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. И мы, естественно, принимаем все необходимые решения на региональном уровне и доводим их в ускоренном темпе до населения. А совместная работа в рамках реализации ваших решений с коллегами из федерального правительства позволяет нам практически ежечасно решать возникающие у нас проблемы, в том числе в части ИВЛ, как я доложился вам. Ну и как следствие менять ситуацию к лучшему. Спасибо, доклад закончен. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы с вами постоянно находимся в контакте. Сегодняшнее обсуждение показало, что в целом движение вперед есть в нужном направлении, в нужном объеме, в нужном темпе. Как я уже говорил, расслабляться нельзя, будем работать дальше. И спасибо вам за ваши идеи, за ваши предложения, которые прозвучали сейчас в ходе нашего обсуждения. Безусловно, все это будет проработано и учтено в практической работе. А сейчас хочу обратиться не только к своим коллегам в регионах, либо к членам правительства Российской Федерации. Обращаюсь ко всем гражданам России. Для каждого из нас самое дорогое – это жизнь, здоровье близких, безопасность родителей и детей. И сейчас мы чувствуем это особенно остро. Переживаем за свои семьи, за друзей. Стремимся оградить их от жестокой угрозы. При этом кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит. Многие не видят угрозы, но просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших, 48 тысяч человек, это всего лишь 0,4% жителей столицы. Ну, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика. Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких. Понимаю, как это нелегко, и горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределенности. Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей. Накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы. И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: все, наконец, закончилось. Все позади. Тем более, что за окнами весна, теплые, солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Многие планировали, там где-то возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках. И, конечно, так и нужно сделать. Но, прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность. Воздержаться, как бы этого не хотелось, от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок. Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было,
мы и продлеваем период нерабочих дней. Ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно. Соблюдая требования безопасности, режимы самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник – День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила навсегда в наших сердцах. 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют. Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И, конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы. Расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек. Споем «День Победы», «Катюшу», «Землянку», песни, которые любим и знаем наизусть. А все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш бессмертного полка. Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего вдвойне для наших ветеранов. Уважаемые друзья, пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их сравнить нельзя, и слава Богу. Но надо четко понимать, мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей преуменьшать тоже нельзя. Ведь мы видим, какие тяжелые последствия во всем мире несет распространение коронавируса. Делаем все возможное, чтобы его остановить. Основной удар держат, конечно, наши медицинские работники. Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других. Призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте сражаются за всех нас. И их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены. Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав. И в этой связи хочу еще раз сказать о том, что лежит в основе принятых мною решений. Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима. Является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить. Для того, чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Напомню также известную формулу. Свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией эта формула, более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определенном смысле в насилие над окружающими. Может привести к немалым бедам. И еще об одном нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а порой и у нас, в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень важно. Но что в этой связи предлагается? Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех.
ни на кого и ни на что не оглядываясь. По сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией. И просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть, ну, мол, пусть заболеет. Останется инвалидом или даже умрет. Значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя. Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живем в 21 веке. И скажу прямо, те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству. Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счете она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна. Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слез рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В нем речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение диким зверям, оставляя их умирать. А старик, отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код. Потому что мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности. Россия живет более 1000 лет. И сегодня они главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и других наших религий, других религий народов России. Ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей. Вновь повторю. Для нас сейчас главное – это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас. Сохраним, сбережем людей, а все остальное приложится. Мы все обязательно поправим и наверстаем. Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние. Обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто. Подставим плечо пострадавшим предприятиям. Поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги. Такие меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и расширяться. А сейчас каждый наш, пусть даже небольшой, но все-таки реальный успех, тем более каждая спасенная жизнь укрепляет нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией. Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее. Чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надежные условия для будущего развития. Спасибо вам всем. Благодарю.